Я сюда не просто приехал, я сюда прилетел. Во-первых, потому что это встреча с друзьями народа. Два Олеся Николаевича Патак, Иван Чирота. Вот мы даже стали встречаться уже здесь с иностранными и со своими российскими. Еронимус из Литвы, вот сидит со мной Берязев. Мы в России с ним не встречаемся годами, а здесь встречаемся каждый год. Конечно, я не мог пропустить этот праздник, но я еще приехал потому, что я хотел представить журнал, который мы выпустили, 7-й номер, мы посвятили Беларуси. Журнал «Наш современник» каждый год выпускает номер, посвященный Беларуси. Обычно это был 12-й номер. Но в этот раз мы решили, ведь у Беларуси национальный праздник в июле. Так давайте сделаем номер именно в этот месяц. В 7-м номере, вот я вам привез, 22 автора из Беларуси. От министра информации Олега Пролесковского до ученицы 10 класса 12-й Минской гимназии Вероники Агейко. Здесь напечатан роман старейшего белорусского писателя, партизана Олеся Савицкого. Рядом рассказ одного из самых динамичных современных писателей Беларуси Григория Марчука и рассказ молодой писательницы Юлии Зарецкой. И вот так весь номер мы его построили как сочетание опыта и молодого порыва, тоже в поэзии. Это Микола Медлицкий, крупнейший современный поэт Беларуси, и молодые Георгий, вот еще даже Георгий, правильно, еще не выучил, Георгий Бартов, Марина Полос, Лайкова, Вика Тренос. В публицистике это интервью старейшего белорусского ученого Петра Витязя о сотрудничестве русских и белорусских ученых, и статья острого публициста Якова Алексеевича о белорусско-польских связях. Ну, я вам много сказал, но ведь это имена, хотя за ними вы, конечно же, угадываете замечательные произведения. Но я хочу не только, чтобы вы угадали, я хочу, чтобы вы послушали хотя бы отрывок из замечательного стихотворения, которым мы открыли этот номер. Сегодня у вас был конкурс «Живая классика». Вот я хочу продолжить конкурс. Мы открыли номер подборкой замечательного белорусского поэта Миколы Медлицкого. Я рад, что он здесь, и он может услышать эти слова искренней признательности. Слова и свои стихи в русском переводе. Вот и лето доспело, облетело листом золотым, наша память сгорела, и исчезла туманом пустым. Положу на ладонь лист кленовой лесной стороны, пламенеет огонь, вспоминаю прохладу весны, желтолистье под кленом, вздох студеного ветра сметет, каплет потом соленым, дождь обложенный на версты вперед, стылый, послушайте, какое чудо, стылой каплею солнца упадет на песок, на траву, жуткой вечностью сонно разольет над землей синеву, вспыхнет в небе комета звездной ночи
живая струя, вспыхнет белое лето и погаснет, как память. Но не только классики. Вот это трогательнейший момент. Нас Россотрудничество в Минск пригласило на день 4 апреля, знаете? 2 апреля, знаете, это здание союзного договора. И нас отвезли в гимназию номер 12 Минска. И там читали стихи дети, ну, правда, уже старшеклассники, посвященные вот этому замечательному дню. И одно стихотворение показалось мне не просто благонамеренным, оно мне показалось достаточно сильным художественным отношением. Конечно, там есть много широковатостей, я не буду читать все стихотворение, но финал хорош и заслуживает того, чтобы вот здесь его огласили. Не спорить будем, стихотворение «Мы славяне», не спорим будем, а дружить, мы речь одна, ведь мы славяне, мы суть одна, ведь мы славяне, мы кровь одна, ведь мы славяне, и это надо защитить. Представляете, какие растут дети у нас? Ну и это надо защитить. Ну и, коль уже зашло, что не спорить будем, а дружить, я не могу в конце на этом форуме друзей, я бы даже сказал эмоционально, на этом форуме братьев, я не могу не сказать о том, что меня задело определение постколониальной или антиколониальной литературы, постколониальное время применительно к нашим отношениям, к отношениям России и Украины. Вы знаете, ну, я понимаю, что не сладко было украинцам, как и русским было не сладко часто под властью, под дланью тяжелой государства. Хотя эта длань и спасала, ведь в 1941 году она спасла. Но есть разница между отношениями там, Англии и Индии, допустим, колониальными, и отношениями Англии и Шотландии, которые присоединились к Англии после унии короля Якова. Ну вот это надо учитывать. Я понимаю, что это был не авторский термин, просто вы его использовали, но поверьте, не то, что даже слух чуткий это режет, это не совсем точно в историческом отношении. Да. Ну и потом, что ж нам тогда думать о Хрущеве, Брежневе и о украинских прапорщиках, которые, по-моему, в каждой части доблестной российской армии несут свою службу. Спасибо вам.